Dostlar, biz Kenide efirdemiz, hoş geldiniz bizim yayınımızga. Ve biz mına şimdi mobilini böyle oturamız. Sizler için bu sır değil. Çünkü stüdyamızda musafir ve biz onu memnuniyet ile takdim edeceğimiz. Dikkat ile bizni dinleyiniz. Çünkü meraklı subjet Kenide sizni bekley. Sabah yayını 100% bunu sizge bağışlayacak şimdi. Elbette bizim şimdi stüdyamızda meraklı musafir oturmakta. Lakin bundan evvel men böyle bir çıkış yapmak istedim. Geçenleri Kırım'da ilk olarak Rusya'nın yaş iş adamları Rusya yarışı olup geçtim. Yarışta yaş adamları 5 nominatsiyalarında öz çıkışlarını nümayiş ettiler ve böyle bir kıymet kestiler. Onlarga jüri azaları. Galibe kazangan iştirakçılar öz kişilerini endi Moskvada dekabr ayında sınayacaklar ve onların arasında böyle bir bizim musafirimiz da var edi. Şimdi biz onu takdim edeceğimiz. O bizge Kezlev şehrinden, Kezlev'den geldi. Bu iş adamı Sergey Selimov. Selam алейкум. Здравствуйте. Доброе утро. Рада приветствовать вас у нас в гостях. Как началось ваше утро? С чего оно начинается традиционно? Традиционно, конечно, душ, и потом сразу работа. Пьете ли кофе по утрам? Нет, ни кофе, ни чай, ничего такого не пью. Как погода в Евпатории? Как добрались? Я, право сказать, выбрался оттуда слишком рано, чтобы узнать. Но вчера было достаточно холодно, тучками все затянуло. То есть, как во всем Крыму, осень уверенно приближается к зиме. Да, говорят, что зима приближается к лету, а осени толком не было. Сергей Бей, если позволите, будем вас так называть. У нашего народа так принято, я думаю, вы знаете. Сергей Бей, расскажите, так, в чем же заключается ваш род деятельности? Собственно, с чем вы, с каким продуктом, скажем так, выступили именно на вот этом конкурсе предпринимательском? Смотрите, этот конкурс, он был очень необычный. Ему предшествовали несколько форумов, такой как «Бизнес-полигон» здесь, в Крыму. Несколько площадок было именно образовательных. И так уж получилось, что в ходе обучения, в ходе общения с тренерами изменилось отношение, в принципе, к тому, что мы делаем. В каком плане? Нам указали, подсказали, что на самом деле вы делаете немножко другое. Я говорю, как это? Мы предоставляем премиум услуги зрелищно-развлекательные, то есть делаем там огненное шоу, живые статуи, световое шоу, то есть развлекаем людей в этом плане. Они говорят, да это все хорошо, но посмотрите, с кем вы это делаете. Я говорю, это обычные ребята из Евпатории со своими проблемами, со своими делами. Он говорит, да, но вы же работаете только с молодежью. Я говорю, ну, по сути, да, так и есть. Он говорит, а кто это молодежь? Я говорю, ну, в основном это ребята, которые не смогли закончить высшее образование по разным причинам. Там, и сорвалась учеба, и не позволили там, семейные отношения и все остальное. И они все оказались у нас, прошли обучение, и теперь работают и выступают на высшем уровне. Он говорит, может, вам стоит посмотреть именно с этой стороны на свой бизнес. И на конкурс мы уже вышли именно как социальный бизнес. Для нас была не суть объемы продаж, не суть уровень шоу, на который мы вышли, и тот продукт, который мы даем. А даем мы лучший продукт в СНГ. В 2012 году мы стали лучшими в Минске на чемпионате СНГ по огненному шоу. В начале года в Мрия Резорт получили из рук Веры Брежневой титул «Лучшее свадебное шоу Крыма» 2016 года. И вот теперь, собственно говоря, признание как лучший социальный бизнес. Мы только сейчас пришли к этому. Вот. И когда начали разбирать, начали готовить какие-то материалы, выяснилось, что у нас уже сформировался так называемый, ну, условно это, конечно, зал славы нашей небольшой фирмы, вот, но мы условно называем это «Дети Бога Огня».
Да, у нас у всех такие есть пайты, сзади написано «Сын Бога огня». Вот. И я считаю, что некоторые из ребят, которые выпутались из сложнейших таких вот жизненных ситуаций благодаря Гефест-шоу, вот, это ценность нашего шоу, это ценность нашего бизнеса. То есть ваша деятельность, как вы уже сказали, как социальный проект, это не просто развлекательное шоу, а это то, что стало для людей стимулом по жизни, действовать и развиваться. Домом. Так уж сложилось, что, конечно, как цирковые семьи, так и вот у нас мы начинаем строить большую семью Гефест-шоу. У нас много плакатов уже, которые ребята делают сами, там, Гефест-шоу Family. То есть мы уже развиваемся, конечно, в одном таком ключе. Ну и вы же должны понимать, что человек, который бок о бок с тобой выбрался из какой-то сложной ситуации, он уже доверяет тебе и знает, что если он поможет тебе, то вместе вы добьетесь намного большего. В какой номинации вы представляли свою работу? Там было 4 номинации. Социальный бизнес года была наша. Все остальные, к сожалению, к нам не относились. Вот. Там было открытие года, но мы уже 8 лет существуем. Там было производство, но мы, к сожалению, не производство. Вот. Единственное, что мы указали на это организаторам, что надо бы сделать номинацию «Услуги», потому что услуг не было. А ребята, которые приехали, кто предоставляет услуги и юридические, и социальные, они оказались немножко за бортом этих номинаций. Да. И единственное, что организаторы сказали, что в прошлом году номинаций было 10, вот, но новая команда организаторов, которая пришла в этот конкурс в феврале, изменила регламент и оставила только 5. Но на одну из них Крым претендовать не может по каким-то там причинам, поэтому только 4 нас отправятся либо в Москву, либо в Сочи, они еще думают. То есть так, да, еще. Вы сказали 8 лет, за эти 8 лет мы услышали, что от вас, что немало уже было достижений. Что значил для вас именно этот конкурс? Является ли он важной ступенью в развитии вашего бизнеса и вообще в становлении вашей команды? С точки зрения команды, конечно, это один из титулов, он не менее важен, чем остальные, но именно для меня и для моих партнеров как этап роста. То есть, если для ребят, которые занимаются тренировкой детей, ну, какими-то повседневными делами, это не уровень, да, ну, очередная грамота и грамота, то для тех, кто стратегически мыслит, планирует, строит это как цель, задачи, для нас это большой успех. Мы Но далеко не предел. Не предел. Мы надеемся, что нам удастся достойно представить Крым в Москве или в Сочи, ну, на конкурсе уже федеральном. Мы готовим хорошие материалы. Посмотрим, как будет. Я уверен, там приедут самые достойные. Как готовитесь к этому событию? Признаться, сказать некогда. Украдкой. Сейчас очень много работы. Мы готовимся к открытию детской цирковой школы-студии. У нас сейчас стройка, мы потолки утепляем, ставим кондиционеры. Открывается уникальный комплекс в Евпатории. Мы его делаем. Вот. И 3 декабря у нас открытие. Приглашаем. Спасибо за приглашение. Обязательно постараемся присутствовать. Сколько человек работает? Смотрите, официально у нас устроено сейчас 8 человек. После открытия студии мы планируем взять на работу еще 5. Вот. И воспитанников. Воспитанников у нас больше 60 человек по разным направлениям. И в основном это все ребята старше 15 лет и до 28. То есть именно период такой молодежь. То есть вот это наша задача. Признаться сказать, заниматься молодежью, это выросло из студенческой деятельности. Учась в ВУЗе, я прошел все этапы студенческого самоуправления до председателя городского совета.
Вот. И мы очень много встречались с ребятами. У нас была задача повысить количество абитуриентов. И когда мы с ними встречались, они рассказывали свои проблемы, вот частные, узкие, почему они не могут стать абитуриентами, почему не могут стать, почему им надо отправиться на работу. И это все накапливалось. Уже будучи выпускником вуза, я пытался решать эти вопросы через НКО, то есть общественные организации. Мы делали, что могли, но это было достаточно неэффективно. И тогда пришло решение совместное. То есть надо было, конечно, расти дальше. Мы открыли бизнес, вот, но параллельно стали заниматься именно с вот этим социальным пластом. И у нас получилось. Почему именно это направление? Развлекать? Ой, я вам скажу, так уж случилось в жизни, что в 21 год мне показали, я занимался КВНом. И ребята, да. У нас был уже в студии молодой предприниматель, тоже, который начинал с КВН. Да, и так уж Будем получилось, знать. что я договорился за зал, за то, чтобы провести чемпионат города. Вот. И в этом зале был человек, он говорит, ты не хочешь попробовать? И вот 10 лет назад я начал ходить на ходулях, вот, погрузился в жизнь этого, так сказать, шоу-биза. Вот. И затем я понял, что это можно делать эффективнее, ярче, вот, и привлекать молодежь. И создали Сергей, свое. вот нашу студию неоднократно уже посещали представители именно молодого бизнеса. И вообще мы знаем, что создать бизнес, руководить им, и тем более еще представлять его на высоких уровнях, это не так уж и легко. Но несмотря, на ваш молодой возраст, на возраст других, вот, представителей бизнеса, которые были у нас в студии, уже добились каких-то определенных успехов. Мы знаем, что зачастую люди, которые ленятся, либо по ряду каких-то причин отказываются от своих каких-то идей, зачастую ссылаются на то, что нет перспектив, это невыгодно. Что вы считаете по этому поводу? Есть ли перспективы для молодых бизнесменов и в чем все-таки заключается именно эта бизнес-жилка, о которой все так часто говорят? Смотрите, тут сразу такой комплекс ответов. Да. По мере того, как развивался бизнес, я знакомился с людьми, приходили люди, уходили люди, мы с ними общались. Я могу вам сказать, что не все созданы для бизнеса и не все созданы для того, чтобы развиваться именно в бизнесе. Им проще от звонка до звонка работать. Но с другой стороны, научить можно чему угодно и кого угодно, вот, лишь бы было желание. В этом плане фонд предпринимательства, который проводил этот конкурс, большие молодцы. Они только в этом месяце проводят больше 100 образовательных, реализуют больше 100 образовательных программ именно с молодежью. Они привлекают и учеников школ, и студентов, и тех, кто уже маломальски год, полгода работает частным предпринимателем. Я уверен, что такая работа принесет плоды. Даже те, кто немножко сомневается. Почему мы сомневаемся? Потому что мы не знаем. А когда мы знаем, мы не сомневаемся. Вы же идете в магазин и точно знаете, здесь хлеб уже раскупили, а в следующем он наверняка есть. Потому что мы знаем. Знаем, не сомневаемся. Так и здесь. Если все будут знать подводные камни и какая перспектива рынка, я уверен, больше будет молодых ребят, которые будут идти на это. И есть третья сторона. Есть люди, которые становятся частными предпринимателями только потому, что не способны работать в команде. Они не способны слушать того, кто говорит, ты должен сделать то, то, то. У нас есть ребята в Евпатории, они работают отдельно. Мы даже в рамках реализации проекта своего «Творческая миля» в Евпатории даем им специально место, электричество. Вот, они работают в том же жанре. Но вот мы говорим, почему бы вам не работать с нами? Вы бы решили много проблем. Он говорит, я не могу слушать, когда мне говорят, что мне делать. Лидеры. Да. Ну, я бы не сказал лидеры, такие бунтари. Потому что лидер — это все-таки кто ведет за собой. А
тут такая ситуация, что он и его девочка, и они вдвоем. Хорошо. Сергей Ве, что бы вы хотели пожелать телезрителям телеканала Милет? У вас сейчас есть такая возможность обратиться ко всем крымчанам. И уверена, в Евпатории нас тоже смотрят. Поэтому, В пожалуйста. частности, предпринимателям молодым. Да. Я понял. Вы знаете, в интернете сейчас ходит такое клише, и я хотел бы его подтвердить. Когда вы идете в маленький магазин, в маленькую школу, студию, в маленький ресторанчик, вы не покупаете огромный Мерседес кому-то. Вы, скорее всего, поддерживаете частного предпринимателя, который только начал, у которого есть ребенок, которого надо кормить. Наверняка он не наваривает миллионы, он просто содержит свою семью и поддерживает налогами наше государство. Ходите в маленькие магазины, в маленькие бутики, поддерживайте маленьких. Чем больше маленьких, которые делают наш быт, наш досуг лучше и интереснее, тем лучше. Спасибо большое за такие интересные советы. Действительно, мы благодарим вас за то, что посетили нашу студию. Желаем вам безусловных успехов на том этапе, который предстоит для вас. Уверена, он не последний. И желаем вам прославиться на весь мир. Что еще можно? И победы. Спасибо огромное. И Спасибо. привет всей Евпатории от нас большой. Без проблем. Спасибо, çok sağ Спасибо, olun. çok sağ olunuz. Biz ise böyle pozitif noktada programımızı devam edemiz. Şimdi ise bizim böyle bir mevzunu devam ederek iş adamları hakkında söz yürütmek istedik ki bizim halkımızın arasında da çok böyle bir endi başlayan böyle bir insanlar iş adamları, men belesem onlarga elbette de biz destek göstermek gerekmiz, kol tutmak gerekmiz. Bizim misafirimiz aytkan gibi kichkine magazinlerge barıp onlarga kol tutmalımız. Şunun için şimdi ise bizim böyle bir programımızı devam ederek kino afişa rubrikasına böyle bir kabul edecekmiz. Keliniz beraberlikte kino afişanı bakayıq.